обязательно перезвоним. Я думаю, в течение дня. Всего доброго. До свидания. Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, вот такой первый звоночек, немножко не по теме, но тем не менее вернемся. Тема нашей сегодня прямой линии, как оформить полис обязательного медицинского страхования. Опять у нас звонок. Алло. Алло, здравствуйте. Алло. 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 Алло, добрый день, вы нас слышите? Да, вот я слышу. А можно узнать, вот а где, кроме как вот по Орджоникидзе поменять полис можно? В связи с чем? Представьтесь, пожалуйста, откуда вы к нам звоните? Токара. Как вас зовут? Екатерина Николаевна. Екатерина Николаевна, а в связи с чем вам нужно поменять полис? Нет, ну везде же пишут, что полиса надо менять, эти медицинские. А где это написано? Мы как страховые компании такую информацию не давали, и в законе об обязательном медицинском страховании не содержится требование срочно менять полисы. Никаких сроков по замене полисов не введено. То есть ваш А полис... вот тут все с ума сходят пенсионеры. Ну, Не стоит. к сожалению, кто-то пустил нелепый слух, и он так прочно вжился в ряды пенсионеров в большей степени, ну а их уже подхватили и работающие граждане, о том, что нужно почему-то срочно поменять полис до конца 2013 года. На самом деле это неправда, никаких ограничений по действию ваших полисов старого образца нет, поэтому живите спокойно, абсолютно пользуйтесь медицинскими услугами бесплатно по старому полису. И дети, и взрослые, да? Абсолютно сейчас нет разницы между работающим населением и неработающим. Ой, спасибо вам большое. До свидания. Всего хорошего. Всего вам доброго, до свидания. Итак, я продолжу. В последнее время на наш проект «Главконтроль» последние 2-3 месяца увеличились обращения. Вот видите, как популярно. Алло, добрый день, прямая линия. Здравствуйте, это общественная приемная Устинск. Да, слушаем вас. Можно задать вопрос? Да, конечно. Скажите, пожалуйста, а можно ли получить полис вот в другом городе республики, либо вот в регионе? Такое вообще возможно? То есть не обязательно, вот, чтобы в Устинске? Ну, опять я попробую ответить. В законе предусмотрено получение полиса по региону проживания. То есть теоретически по субъекту Российской Федерации теоретически вы вполне можете получить и в другом городе республики без всяких проблем. То есть в любом другом субъекте, да, Российской Федерации? Нет, в любом другом городе республики Коми. Республики Коми. По субъекту, да, проживания. Так, спасибо. Можно еще вопрос? Что дает новый полис и чем он отличается от предыдущего страхования? Вот именно новый полис. Ну, давайте я попробую на этот вопрос ответить. Прежде всего, вот скажите, пожалуйста, а вы задаете вопрос по замене полиса в связи с какой причиной? То есть вы сами хотели поменять полис на полис нового образца? Мне тоже можно не А необходимо вам по какой причине поменять полис на полис нового образца? Ну, наверное, это истек срок, да? А, наверное, истек срок, или вам кто-то конкретно сказал, что у вас истек срок полиса, и, может быть, вам медицинской организации сказали, что у вас данные, может быть, какие-то поменялись? Я просто, сколько я знаю, что у меня истек срок полиса. А на самом полисе, который вы имеете на руках, у вас значится, что у вас истек срок действия этого полиса? У меня полис старого образца, да. То Ну есть, да. соответственно, ну как? Ну и срок действия полиса старого образца, что у вас прописано? Когда вы получали полис старого образца? Несколько лет назад уже. Вы после того, как получили полис старого образца, у вас произошли какие-то изменения персональных данных? Может быть, вы вышли замуж, поменяли фамилию, или поменяли паспорт, может быть, по возрасту, там, в 20-45 лет, или еще по каким-то причинам. Может быть, вы поменяли место регистрации. Нет, ничего не Никаких изменений у вас не было. Значит, у вас оснований для того, чтобы поменять полис старого образца на нового образца, абсолютно нет. Понятно, что если есть ваше желание получить полис нового образца, вам никто не откажет, но необходимости в срочном порядке менять старый полис на новый абсолютно никаких нету, потому что с полис старого образца, что полис нового образца, они абсолютно дают одинаковые права застрахованному гражданину получить бесплатно медицинскую помощь по программе обязательного медицинского страхования. Никаких дополнительных бонусов и преимуществ полис единого образца не дает. И на сегодня у нас ситуация такая, что мы в первую очередь граждан просим подойти и поменять полис на нового образца. Это тех,
кто не имеет полиса сегодня по разным причинам, либо его утерял, либо это новорожденные граждане, ну, либо по разным причинам переехавшие, кто не имеет полис. Это первая категория. Вторая категория – это те граждане, у которых произошла замена персональных данных. То есть о чем я говорила, что это замена фамилии, имени, отчества, переезд другого места жительства, возможно, замена паспорта по разным причинам, да, либо экстренно, либо планово, или там, ну, какие-то еще, какое-то изменение. Третья категория граждан, которым необходимо обратиться за получением нового полиса, если у вас в полисе старом, который на руках у вас имеется, содержатся некорректные данные. Допустим, есть какие-то ошибки в фамилии, в имени, в отчестве, которые написание которых в полисе не соответствует написанию в документе, удостоверяющем личность. Конкретно там в свидетельстве о рождении, если по ребенку говорим, либо в паспорте, если по взрослому. Если вот этих изменений вот и таких неточностей нет, то по большому счету идти и менять полис старого образца на нового образца у вас нет. Живите и получайте медицинскую помощь бесплатно по полису старого образца. Все, ясненько. Спасибо. Еще вопросик можно? А вот если, допустим, прекратит свое существование то учреждение, да, которое застраховали уже тот полис, он станет недействительным или ничего не изменится? Я не совсем поняла вопрос. Повторите, пожалуйста. Учреждение, если оно ликвидируется, допустим. То есть вы получали, допустим, раньше у нас действительно по старому закону мы полисы выдавали для работающего населения, страхователем, как бы ответственным лицом являлся работодатель. Поэтому очень важен был признак работающий и значилось, значит, в базе, в какой организации вы работаете. Полис нового образца абсолютно уравнивает в правах и работающее, и неработающее население, и данных о статусе работающий, неработающий, и где конкретно человек работает. Эта информация нам абсолютно не важна, поэтому даже если вы получали по полис предыдущий как работающий гражданин по определенному месту работы, и после этого поменяли место работы, либо стали неработающим, ваш полис продолжает действовать, как и действовал бы любой другой документ. Все ясно. Спасибо. А вот еще Галина Ивановна хочет один вопросик вам задать. Передаю трубочку, хорошо? Давайте. Алло? Слушаем вас. Алло. Галина Ивановна, слушаем Добрый вас. день. Добрый. У меня вот два вопроса. Ну, первый вопрос интересно, почему меняют на другие полисы? Какая причина? Это важно нам знать или нет? Ну, Галина Ивановна, я уже не знаю, слышали ли вы, что я ответила предыдущей заявительнице, да, с кем разговаривала? Хорошо, тогда еще раз повторюсь, что действительно по новому закону, который вступил в силу с 2011 года, предусмотрена поэтапная замена полисов на полисы нового образца. При необходимости. Необходимости это следующего характера. Это если гражданин не имеет по каким-то причинам полис. Либо это новорожденный, либо полис утерян, либо еще по каким-то причинам. Второй момент. Новый полис нужно получить тем, у кого произошла замена персональных данных, фамилии, имя, отчества, место рождения, место регистрации, или произошла замена паспорта, либо там свидетельства о рождении, документа, удостоверяющего личность. Ну, вот абсолютно те же причины и остались. И, конечно же, полис нового образца нужно обязательно получить тем, кто имеет на руках временное свидетельство, которое действительно в течение месяца. Да? Еще второй вопрос, можно, да? Конечно. Вот скажите, пожалуйста, Лусинский более надежный фонд медстрахования можете назвать? А у нас один фонд медицинского страхования, территориальный фонд Республики Коми. У нас других своих фондов каких-то по разным городам и районам нет. И это так и называется, но как-то там вот Сага, там это что такое? Вы имели в виду, наверное, страховые компании. Вы имели в виду страховую медицинскую организацию? Ну, наверное, я не знаю. То есть ту организацию, которая полис будет выдавать, Да. Но на самом деле у нас практически по всем районам и городам, ну практически, в Усинске конкретно присутствуют обе страховые компании, которые действуют на сегодня на территории Республики Коми. Это СОГАЗ и Росгосстрах Медицина. Два филиала, две страховые компании, вы вправе выбрать одну из двух. Вот скажите, я, к сожалению, не взяла с собой свой старый. У меня, по-видимому, Росгосстрах Медицины, скорее всего. Может быть. Это, то есть, компании у нас не поменялись? Нет, компании у нас не поменялись. Они у нас... Сама форма, там, наверное, что-то такое.
формы никакие у нас не поменялись. Вы имеете в виду образец бланка единого полиса? Да, да. Да, полис действительно нового образца, он будет единый, но он уже сейчас действует единый, и он имеет другую форму и другой вид, нежели те полисы, которые ранее выдавались. Но по действию он абсолютно равнозначен тем документам, которые вы уже на руках имеете. Спасибо большое. Пожалуйста. Ну все, да? Зусинский звоночек у нас завершен. К сожалению, не улавливают разницу между полисом и страховыми компаниями. Ну это понятно, безусловно, человек, который не сталкивался с системой. Но, по крайней мере, мы здесь собрались не с рекламной Нет, я почему целью, подумала, а было- именно с информационной. Поэтому я думаю, мы на такие вопросы сейчас не будем. Просто раньше-то у нас еще и фонд выдавал полисы. Я просто подумала, может, у нее еще фондовский полис старый, потому что у нас действительно... все уже заменили. Нет, до сих пор идет. Прямая линия. Здравствуйте, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я с вами из Красногорска, меня зовут Наталья. И у меня вот такой вопрос. Я получила уже новый полис в заказ, и можно ли его заламинировать? Потому что, как бы бумажка быстро истрепится. Вот такой вопрос у меня. Наталья, Да, полисы ламинировать лучше не надо. Дело в том, что если вы измените место жительства, например, да, уедете в другой регион, вам придется менять в этом случае полис. Вот, кстати, я собираюсь менять место прописки, и на это новый будет выдаваться мне полис или нет? Полис меняться не будет. Еще я вам не договорил, вы меня немножко не дослушали. На Извините. полисе на обороте предусмотрены отметки страховых компаний, той страховой компании, которую вы выбрали, о том, что вы являетесь ее застрахованной. Если вы заламинируете, естественно, никаких отметок страховая компания поставить не сможет. Поэтому Понятно. полисы не Спасибо большое. ламинируются, а при смене места жительства в пределах региона вам просто нужно будет подойти в страховую компанию и уведомить нас об этом. Буквально 5-минутное дело. Полис сам меняться не будет в этом случае. Хорошо, спасибо большое. До свидания. До свидания. Всего доброго. Из Воркутинского филиала к нам поступил вопрос следующий. Куда можно обратиться застрахованному по ОМС пациенту в случае нарушения его прав на бесплатную медицинскую помощь, предусмотренной программой ОМС? Что для этого нужно? Ну, прежде всего, обратиться в ту страховую компанию, полис которой находится на руках у застрахованного. Телефоны страховой компании, что одной, что другой, содержатся либо на полисе отпечатаны, либо содержатся в печатной, в печати, если это полис нового образца. А также все другие надзорные органы, опять-таки информация о которых вывешена в любом ЛПУ, и в том числе в том, где человеку не оказали, либо некачественно оказали медицинскую помощь. То есть это право гражданина обратиться. Прямая линия. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Я по стечению обстоятельств нахожусь в Сыктывкаре. Вот, и насчет поменять, что прописка у меня районная. Полис я могу получить, не выезжая в район здесь, в Сыктывкаре? Можете? Имя, Но отчество. другой вопрос, а зачем вам полис поменять? Нет, это потому что сейчас меняют полиса, и поэтому это не обязательно. Никаких нормативных документов, ограничивающих действие старых полисов, нет. Никакого срока по замене не существует. Это все А случай. почему же сейчас что-то говорят, что нужно менять эти полиса? Не надо, да? Абсолютно верно. Менять полиса, если у вас не произошло никаких изменений персональных данных, не нужно. Если ничего не изменилось, все как есть, Да, если так, у вас значит, все правильно это. Эти полиса будут действительно и после 1 января. Безусловно. Никаких сроков законом не установлено действие полисов старого образца. Ага. Значит, можно и пользоваться будет уже и в следующем году так же, как и в этом году, да? Всё в данный верно. момент. Все верно. Да? Да-да-да, вы абсолютно правы. Можно пользоваться в следующем году и дальше, до тех пор, пока у вас что-то не изменится и не будет необходимости получить новый полис. Ага. Хорошо, спасибо. Спасибо. Всего Понятно. доброго. До свидания. Всего доброго, до свидания.
Еще вопрос из Воркутинского филиала общественной приемной. Входит ли бесплатное протезирование зубов в программу ОМС? Не входит, да? Добрый день, прямая линия, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. А можно вам задать вопрос по поводу медицинского полиса? Конечно, представьтесь, пожалуйста. Екатерина. Откуда вы к нам звоните? По городу Киева. Ваш вопрос? Можно узнать, вот я сейчас поменяла место работы, мне работодатель до этого выдавал медицинский полис, а сейчас мне его нужно менять или этот же должен остаться? То есть я просто слышала, что сейчас какие-то полисы нового образца будут. То есть у меня срок полиса стоит до 31 декабря этого года, окончания. Надо мне его сейчас менять, там работодатель указывается или нет, что там? Екатерина, добрый день. Вы разговариваете с директором филиала Росгострахмедицина. Елена Леонидовна меня зовут. Но поскольку ЕМВ является нашим регионом страхования, я вам и отвечу на ваш вопрос. У вас, скорее всего, наш полис Росгострахмедицины на руках, наверное, есть, да? Да, у меня есть. Дело в том, что вы мне уточните, пожалуйста, какого вы возраста? Возраст 29 лет. Вы паспорт в последнее время после получения полиса, который у вас на руках, не меняли? Нет, не меняла. То есть медицинский полис выдан у вас по тому действующему паспорту, который у вас на руках, да? Да. Если у вас не произошло никакого изменения персональных данных, и вы не меняли ничего, ни прописку, ни фамилию, имя, отчество, ни каких-то паспортных других данных, да, тогда абсолютно этот ваш полис, выданный вам ранее по месту работы, он остается действительным и в последующие годы до момента, когда вы поменяете его на полис нового образца при необходимости. То есть если вы... В полисе стоит дата окончания 31 декабря этого года. Это не важно. Раз он вам выдан до вступления в силу федерального закона действующего, он у вас продолжает действовать, независимо от того, что вы поменяли работодателя. У меня сейчас будет прописка еще меняться на Ну, сертификат. Это зависит как-то, нет? Вот Нужно когда у менять? вас будет прописка поменяется на Сыктывкар, тогда уже с данными по новому, по регистрации, ну, по месту регистрации новому, вы подойдете в страховую медицинскую организацию. Я могу это сделать в ЕМВе, да, даже если это... Вы можете это сделать на территории Республики Коми в любом населенном пункте, там, где есть офисы страховых медицинских компаний. Хорошо. И у ребенка получается то же самое, да? Если меняется адрес проживания, то тогда Да, нужно менять. да, у ребенка тоже, да. И по ребенку имейте в виду, что если полис был выдан по свидетельству о рождении, а ребенок в 14 лет получает паспорт, то обязательно тоже подойти в страховую медицинскую организацию. Ну все, спасибо вам большое. Пожалуйста. Всего доброго, до свидания. Еще из Воркутинского филиала к нам поступил вопрос, почему нет предварительной записи на обмен полисов ОМС. В Воркуте нужно отстоять в живой очереди не менее 3-4 часов, и не факт, что документ будет получен. Ну, вопрос как раз к тому, что запустил кто-то этот нелепый слух о сроках замены. Все население рванулось менять. И очень часто мы сталкиваемся с тем, что это не обосновано. Нет причины для замены полисов, и многие просто тратят свое и чужое время тем, кому действительно полис нужно поменять. Для них менее доступно Да. просто это оказывается. И действительно проблема создается. Предварительная запись не реализована просто потому, что мы не видим в этом смысла, потому что у нас население таково, что предварительно записавшись, из 10 человек придет 2-3 на самом деле, ну может быть 5, а все остальное время что будет делать специалист. Спасибо большое. К нам звоночек поступил. Здравствуйте. Здравствуйте, да. Меня зовут Макеева Наталья. Я бы хотела задать вопрос. Да, слушаем вас. Может ли работающий гражданин получить медицинскую помощь, если у него имеется полис неработающего гражданина, и он по какой-либо там причине не успел просто поменять? Может, если сейчас мы уже говорили об этом, нет градации в полисах, в полисе ОМС, работающий это гражданин или не работающий. Если вы на момент получения полиса старого образца, он у вас выдан как неработающему гражданину, если вы устроились на работу, то вы полис менять нет необходимости, получаете медицинскую помощь по этому полису спокойно. Спасибо за ответ. Пожалуйста. До свидания. Всего доброго, до свидания. И обращение из Усть-Вымского района.
следующее. Люди не знают о смене адреса Росгосстрахмедицины. В этом большом деле нужно задействовать СМИ. Не продуман вопрос организации, также не продуман вопрос организации выдачи полисов в крупных населенных пунктах, таких как Микунь, Жешерт. Так, а Усть-Илимский район, что имеется в виду? Мы в Айкино у нас не переезжали, у нас смены адреса не было. Ну вот, по крайней А мере. по какому, может быть, они по какому-то другому смену адреса имеют в виду? Мы в Айкино как сидели последние годы, никуда не переезжали, мы находимся там на базе центральной районной больницы. Но мы уточним еще раз. Да, потому что Для либо вас не к этому вопрос. району относится. Прямая линия, здравствуйте. Зовут Елена из Сыктывкара. У меня вот такой вопрос, не знаю, сможете ли помочь на этой прямой линии. Я слышала, что сейчас несколько, ряд частных клиник могут оказывать услуги в рамках полиса обязательного медицинского страхования. Так ли это и вот какие-то клиники, куда можно за какой помощью обращаться? Лена, спасибо за вопрос, он очень хороший. Елена Игнатьевна На сайте ответит. фонда вся информация. Да, действительно, есть клиники частные, которые оказывают такую помощь. Ну, у нас в Сыктывкаре, да, вы из Сыктывкара? Да, в Сыктывкаре. Ну, вот и Астромед есть, работает в системе ОМС, и Интерстом, несколько подразделений работает, стоматологическую помощь оказывает, и поликлиника РГС Мед, и еще целый ряд. Подробно с перечнем таких клиник вы можете ознакомиться, зайдя на сайт фонда, территориального фонда Республики Коми по обязательному медицинскому страхованию. И там весь перечень медицинских организаций, которые включены в реестр медицинских организаций, работающих в системе ОМС, выставлен. Там можете все найти. В эти Услуги клиники там тоже указаны, какие должны предоставлять, да? услуги, Да. но там, где перечень медицинских организаций, естественно, их услуги не перечислены. Это не рекламное, там просто перечень медицинских организаций, которые, являясь частными, работают также и в системе ОМС. Там есть их телефоны, да, их руководителей, можно, и заместителей руководителя, можно с ними будет созвониться и уточнить, оказывают ли они ту помощь, которая вам нужна, те медицинские услуги, на которые вы заявляетесь. Просто была такая ситуация, что значит, у меня мама пенсионерка и хотела удалить зуб сначала в республиканской стоматологической поликлинике. Там была проблема из-за отпускного периода достать номерки. Они порекомендовали обратиться в Интерстом и сказали, что такая услуга там оказывается. Но там было сказано, что такая услуга не показывается. И никакая информация о том, что они предоставляют бесплатные услуги, тоже не была предоставлена. И я так и не смогла тогда получить все-таки ответ на то, есть какие-то бесплатные услуги с их стороны или нет. Ну, вполне возможно, что они ввели вас в заблуждение. Эта клиника в первую очередь частная. Естественно, она оказывает в первую очередь платные услуги, хотя ей предоставляются объемы и на бесплатную медицинскую помощь. В таких случаях поступать нужно так же, как вы бы поступали, если бы вам отказали в медицинской помощи в любой обыкновенной поликлинике города Сыктывкара, взрослой или детской. То есть вы обращаетесь в страховую компанию, телефон, который указан на вашем полисе обязательного медицинского страхования, объясняете ситуацию, можете по телефону, в чем вам отказали, в каком медицинском учреждении вам отказали по обязательному медицинскому страхованию медицинской помощи, они связываются с этой организацией, выясняют, в чем проблема, вас ставят в известность, и вполне возможно, что устраивают вас на прием. Хорошо, спасибо большое. Пожалуйста. До свидания. Перечень услуг именно, они должны сами предоставить участок. Дело в том, что есть программа, территориальная программа государственных гарантий, в которых перечислены перечень медицинских услуг, которые оказываются бесплатно. Это большой достаточно документ. Не знаю. Понятно, многие не знают. Но дело в том, что по каждому медицинскому учреждению это свои услуги, да, и тут очень большой объем займет, если мы долго. Минутку, подождите, пожалуйста. Да, слушаем вас. Алло. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Светлана Викторовна. Я бы хотела спросить, вот у нас замена медицинских полисов идет в Удорском районе, очень сильный ажиотаж. И попасть, скажем, к специалисту по замене очень трудно. Хотелось бы знать, 1 января будут ли принимать, с Нового года, по старым еще полисам?
Светлана Викторовна, давайте я отвечу, директор филиала Росгострахмедицина. Да. У вас полис на руках, наверное, нашей страховой компании, но, возможно, либо Сугаза. У нас 2 страховые компании на территории Республики Коми работают. В любом случае, те полисы, которые были выданы вам ранее, и в Удорском районе должна была информация выйти в вашей местной газете о том, что они абсолютно действительны и подлежат замене на полисы нового образца только в случае замены каких-то персональных данных, либо замены паспорта. То есть на сегодня создавать ажиотаж и идти обращаться в страховую компанию только для того, чтобы поменять полис старого образца на новый, абсолютно нецелесообразно. Полисы ваши действуют, в медицинской помощи вам никто не откажет, все медицинские организации будут вас принимать по старым действующим полисам. А что там тогда вот эта дата с 1 января 2014 года? Почему все на нее ссылаются? Но действительно, изначально, когда в 2010 году принимался новый федеральный закон об обязательном медицинском страховании, планировалось, что до 2014 года население страны получит либо полисы нового образца, либо электронные какие-то полисы. Но на сегодня это как бы окончательный срок замены, поэтапной замены полиса в законе не прописан, поэтому спокойно, поэтапно заменяем полисы только тем гражданам, которым необходимо. Не знаю, конечно, кто ездил в кардиоцентр Республики Коми, сказали уже, по старым полисам не принимают. Ну, В этом случае необходимо обратиться в страховую компанию свою, да, уведомить нас о том, что где-то произошел отказ в оказании бесплатной медицинской помощи по полису УМС. Естественно, ваша страховая компания отреагирует, проведет проверку, если действительно этот факт подтвердится, лечебное учреждение будет оштрафовано. Ага. Спасибо большое. пожалуйста. Всего доброго, до свидания. У представителей СМИ были вопросы от читателей? У меня был вопрос, человек инвалид, у него, правда, рабочая группа, но он не работает сам. Угу. Потерял все документы, ну куда вообще обратиться? Общественный прием, здравствуйте. Нет, без документов. Да, например. Без документов Сначала он нет. должен Сначала восстановить. получить документ, удостоверяющий личность. Без этого документа мы, к сожалению, принять и выдать полис не можем. Изначально начать с Ну, паспорта. спасибо, что Да. Добрый день, слушаю вас. Здравствуйте, меня зовут Валентина Степановна, я с Нижнего Лодза, Красногорского района. Вот у меня такая история. Я приобрела квартиру в Южном городе и буду там находиться по полгода. Я с моим полисом медицинским могу обратиться за медицинской помощью, потому что буду там долго, уже пенсионерка я. Вот Да-да, как? можете, Как? безусловно, Что можете. мне? Как мне себя вести? Если вдруг я заболею там. Да. Ольга Николаевна как раз специализируется на штрафовании. Здравствуйте, я Владимирова Ольга Николаевна, представитель фонда УМС Республики Коми. Полис обязательного медицинского страхования старого образца, нового образца действует на всей территории Российской Федерации. Взаиморасчеты осуществляются территориальным фондом, с территориальным фондом по месту оказания медицинской помощи в установленном порядке. Помощь вам будет оказана и оплачена фондом УМС Республики Коми. Алло? Да. Алло, вы слышите нас? Нет, я ничего не слышу, я думала, что вы не мне говорите. Погромче. Очень плохо слышно, вообще не слышно вас. Хорошо, еще раз. Полисы Меня обязательно... беспокоит, смогу ли я обратиться Да. за помощью по медицинскому полису своему, это вот Сосногорскому, это в городе Ейске, если вдруг со мной что-то случится, мне нужна Да. будет медицинская помощь. Да, сможете. Могу. Помощь вам будет оказана и в порядке межтерриториальных взаиморасчетов оплачена фондом УМС Республики Коми, фонду УМС Краснодарского края. Значит, все, я могу спокойно там это, ничего нет, других документов никаких брать не нужно, да? Но обязательно паспорт и Медицинский полис. полис и паспорт, да? Да, совершенно верно. Все, спасибо вам большое. Всего доброго, до свидания. Может быть, у представителей СМИ будут еще вопросы? Есть такая информация, что в кардиоцентр приходила страховая компания и поголовно меняли всем сотрудникам полиса. Причем не объясняли, по какой причине, и сотрудники, естественно, выстроились в очередь. Там начались проблемы, скандалы между коллегами. Почему они объясняют, зачем приходят менять полиса в таком случае? Ну, очень печально слышать, что медицинские работники на сегодня сами не знают действия одного из основных законов федеральных.
которые относятся к системе обязательного медицинского страхования. Это один из основополагающих законов. И поэтому, когда медицинские работники не понимают, что происходит, вот отсюда мы получаем информацию, что какой-то регистратор отправил, какая-то медсестра или санитарка сказала, что бегите, меняйте, а то поздно будет. Вот отсюда весь этот ажиотаж, к сожалению, который мы сегодня имеем. Поэтому начинать нужно прежде всего с того, что есть руководитель медицинской организации. Без ведома руководителя медицинской организации постороннее лицо и организация никакая, будь то страховая компания, ну кто-то фонд или кто-то там еще, никто без ведома руководителя на территории медицинской организации, как вы понимаете, не придет и свою деятельность не развернет. Поэтому у меня вопрос-то к этим медицинским работникам или к тем работникам, которые вот эту проблему поднимают. Если они не понимают, зачем это нужно, так у вас есть администрация, главный врач, администрация, человек 20 в этом учреждении, да? И неужели никто не понимает, для чего все это делается и кто это инициировал? А ситуация была, скорее всего, следующим образом, что был ряд работников, у которых изменились паспортные данные, изменились персональные данные, им необходимо прийти поменять полис, попасть в страховую компанию они не могут. И, как правило, руководители таких организаций просят подъехать на место работы и провести замену полиса, не отрывая людей от работы, понимаете? Только для этого мы идем навстречу этим руководителям и обмениваем полисы. А то, что создается неразбериха и при этом люди сами не понимают, для чего затеян процесс, к сожалению, печально. У нас звоночек. Добрый день, говорите, пожалуйста. Алло. Алло, вы слышите нас? Я вас слышу. Говорите, пожалуйста, откуда вы нам звоните? Я житель Тюмкара. Как вас зовут? Иван. Ваш вопрос. А вопрос в общественной палате, да? У нас вот дедушка инвалид второй группы, да? Мы получаем памперсы, да? Приемки, да? Раньше у нас поставщик был Пушкина 118. Вы слышите меня? Да. Алло. Да, мы вас слышим. Вот поставщик был Пушкина 118, да? А сейчас поставщик с Краснодара, да? Который выиграл тендер, он находится в школьная 29. Вы понимаете? Вопрос-то в чем? Вы меня слышите, нет? В чем ваш вопрос? Вопрос в том, почему вот мы вчера ездили туда, да, вот получить приемку. Там сидит девушка, они работают с 2 до 5, с понедельника и среду еще. Вот, но это мне вопрос общественной палаты, кто там сидит. Ну, так и медицина. И выдают по одной пачке, там пачка 30 штук приемов. Нету ни света, ни компьютера, просто стол. Грязно. Откуда такой поставщик с Красного Дара вы нашли? Кто его нашел, стоит? Алло. Это вопрос не там. Алло. Вы знаете, этот вопрос вам надо было бы задать не представителям фонда медицинского страхования, а фонда социального страхования. Перезвоните нам где-то в течение дня, ближе к 5 вечера. Мы ваш вопрос запишем и передадим в фонд социального страхования. Поэтому же. Угу. Мы вас прекрасно понимаем. Угу. Мы поняли, в чем вопрос. Угу. Перезвоните нам, пожалуйста, сегодня в течение дня. Мы вам постараемся помочь. До 5. Всего доброго, до свидания. Скажите, пожалуйста, а есть ли смысл сотруднику страховой компании, если он видит, что нет оснований менять полис гражданину, сказать ему, чтобы он шел домой? А отказать мы тоже не имеем права. То есть просто... У нас были такие случаи, были такие прецеденты в одной компании, в другой, когда мы отказывали первоначально, когда создался ажиотаж, и наши граждане стали писать жалобы на сайт. У нас же вся информация размещается на сайте федеральном, и поэтому претензии принимать с наших головных структур за то, что мы не обслуживаем граждан и отказываем им, это их право поменять. То есть закон не ограничивает их в этих правах. Поэтому проще всего было бы отказать, фильтровать, поставить человека, он бы просто разворачивал людей.
Но это приводит к тому, что я расскажу на примере своей компании, не для прессы, то, что мы выделили, когда пошел такой ажиотаж, и видя, что то население, которым реально надо поменять и получить полисы, оно действительно менее доступно стало для обслуживания, потому что заполонило население, которое просто по своей воле желает. Поэтому мы выделили для основные окна для приема населения по необходимости и только одно окно для всего остального населения, которое хочет поменять просто потому, что оно хочет. Естественно, это основная масса, их весь хвост в это окно одно и выстроился. И начались драки, начались скандалы, и угрозы, и все, что хотите. Поэтому мы вынуждены были отказаться от этой ситуации и принимать теперь во всех окнах в равной очередности. Потому что нарушать и ущемлять права одной категории, ущемлять по отношению к другой, к сожалению, на сегодня у нас такое, никто на себя ответственность такую не возьмет. Это можно только предлагать и убеждать. Большинство людей, если им вовремя разъяснить, что ваш полис все равно действующий, его менять не надо, не обязательно, отказываются от этой идеи, не меняют полис, живут и прекрасно получают медицинскую помощь по полису старого образца. И именно ажиотаж создался, как вы слышали, они боятся, что с 1 января им по полису старого образца перестанут медицинскую помощь оказывать. Только из-за этого бегут и меняют. Добрый день. В принципе, только разъясняют. Секундочку. Представьтесь, пожалуйста, откуда вы к нам звоните? Я звоню из Сыктывкара, сама, в принципе, журналист, но, естественно, с личными вопросами, не для прессы. Это Шерсть Елена. Дело в том, что у меня уже 2 года нету медполиса, как-то так получилось. С одной работы я ушла, потом меняла работу. Сейчас моя трудовая книжка находится в Ухте. Что мне делать? Елена, давайте я отвечу на ваш вопрос. Борчининова Елена Леонидовна, мы с вами раньше вместе работали. Я очень сожалею, что у вас нет медицинского полиса. Ну вот так получилось, да? Вы молодой, трудоспособный, ответственный и знающий законы товарищ, поэтому предлагаю вам в срочном порядке обратиться в офис страховой медицинской организации по выбору в Росгосстрах к нам или в Сугаз медицину. То есть 2 страховые компании у нас работают. Для обращения и получения полиса вам нужно паспорт и страховое свидетельство. Независимо от того, где вы работаете, в Ухте или в Сыктывкаре, любая страховая компания выдаст вам медицинский полис. Он должен быть на руках у любого гражданина. Ну да, это я все знаю. Так, а Росгосстрах это который, где... Орджоникидзе 51. Туда? Орджоникидзе 51, напротив городского рынка. Просто паспорт и... Паспорт и страховое свидетельство. Рады вас видеть будем. Все, поняла. До свидания. Спасибо за звонок. Всего доброго. А вот такой вопрос. Если, например, у человека полис компании Росгосстрах, он может в любой момент перейти к компании Согаз? В любой момент он не сможет, а по закону определено право гражданина 1 раз в год сделать выбор, если он хочет, поменять страховую медицинскую организацию. А в этом есть смысл какой-то? А это уже должны определять граждане. Это его личное. Да, то есть я считаю, что должно зависеть от того, какие требования гражданин предъявляет к страховой медицинской организации. Если, то есть он же вправе обратиться за защитой своих прав, или за разъяснением, за консультацией. И по мере обращаемости он либо удовлетворен диалогом, консультацией, либо не удовлетворен. От этого, наверное, складывается наша общая удовлетворенность деятельностью той организации, которая услуги, допустим, предоставляет. А что он для этого должен сделать? Пойти сначала туда и открепиться, и потом... Нет, механизм другой. Он приходит в ту страховую компанию, которую он выбрал, гражданин, приносит свой полис, паспорт, пишет заявление о замене страховой медицинской организации. И заполняет заявление Да, просто. и уже та страховая медицинская организация, которую он выбрал, все остальное за него сделает. Больше ему ничего делать не нужно. Поэтому действительно раньше такой возможности не было предусмотрено, работодатель определял за нас, за всех, страховую медицинскую организацию, то по новому закону с 2011 года это право гражданам дано. Во-первых, самим определить страховую медицинскую организацию, где он хочет быть прикреплен, а во-вторых, раз в год, не чаще, чем раз в год, если это не относится к переезду. Вот если вы 1 раз в год определили и при этом в этом же году переехали из одного субъекта в другой, у вас опять появляется право выбора страховой медицинской организации, которая работать будет уже на том субъекте, куда он переехал. Там, может быть, будет совершенно другая страховая компания. А так раз в год. То есть вы можете это право осуществить, если есть такое желание, если есть такая потребность.
у застрахованных, кроме прав, какие-то обязанности есть? Вот что-то он обязан Да, сделать? вот конкретно какие? по закону Ага. застрахованное лицо обязано уведомить об изменении своих персональных Ага. данных в течение 1 месяца после того, как эти изменения произошли. То есть, как К правило, сожалению, да, но, к сожалению, об этих обязанностях да, никто не то есть, хочет как правило, вспоминать. спрашивают о правах и Да, никогда не следующая спрашивают о обязанность, обязанностях. опять-таки, я все-таки считаю, что это обязанность иметь действующие документы, начиная от паспорта, заканчивая медицинским полисом. А на сегодня одна из проблем страховых медицинских организаций, ну и фонда, наверное, тоже, и медицинских организаций, что наши граждане либо имеют просроченные документы на руках, вплоть до паспортов Советского Союза выданных, и никакого желания менять их на действующие паспорта, желания у них нет. Обращаются к нам с паспортами СССР. Паспорт СССР на сегодня не является документом, удостоверяющим личность. Полис выдать мы не можем. Замкнутый круг. Это первая проблема. Вторая проблема в том, что полисы нового образца выдаются двухэтапно. То есть первоначально гражданин обращается первично, мы обеспечиваем его временным свидетельством, которое действует в течение месяца, во время которого в Москве на госзнаке изготавливается вот этот полис единого образца. И гражданин должен прийти, мы, естественно, уведомляем гражданина о готовности полиса, как правило, это смс-сообщение, вот наша компания на сотовый телефон, да, который оставляет гражданин, о готовности полиса. Гражданин должен повторно подойти и получить взамен временного свидетельства полис. У нас порядка 5000 граждан, которые, получив временное свидетельство, не собираются и год, и более не приходят за полисами. То есть когда-то была нужна медицинская помощь, человек пришел, временное свидетельство получил. Оно как полис действовало в течение месяца. Он медицинскую помощь получил, вроде как забыл о проблеме, и все. А сам медицинский полис, как невостребованный, находится на сегодня в страховой медицинской организации. А в законе сказано, что это обязанность застрахованного лица получить этот полис и иметь этот полис. Ну, вот. Такой вопрос. Я собираюсь менять паспорт не потому, что переезжаю, а потому что там 2 ошибки грубейшие. Бывает такое, конечно. А при этом все остальное остается так, что прописка... С новым паспортом вам нужно обязательно подойти в страховую компанию. Полис требует Да. замены. Чтобы мы и в базу регистрационную, вот, в базу данных тоже все внесли. Да. Еще об одной обязанности не сказала Елена Леонидовна. Гражданин обязан предъявлять медицинский полис и паспорт при обращении за плановой медицинской помощью. А вот полис действует по всей России, скажем. Но регистрация, скажем, здесь постоянная, а где-то в Питере временная регистрация. Вот как у студента, например, у меня сына заставили поменять там временную регистрацию и сказали, что... На самом деле неправильно, конечно. Ну, не то, что неправильно, просто на каждой территории субъекта действуют некие свои правила игры. Сложившаяся да, практика. Да. Вот там такие, видимо, требования. Но на самом деле это не заставили обязательно. поменять. Студенты, Что временная регистрация у тебя здесь. Студенты, как правило, снимают квартиры и часто переменяют регистрацию, да, и как в этом случае? Ну, за другой субъект не знаю, мы Да, ответить очень сможем сложно или сказать. нет. Да, У мы нас- не сможем. Скажу, что у нас основные потоки межтерриториальных расчетов – это расчеты как раз за студентов. Это города Москва, Санкт-Петербург, Ярославль. Я не говорю о граничащих районах Киров и Архангельская область. То есть полис является действующим на всей территории Российской Федерации. Но по каким-то причинам, поскольку это все-таки страховое поле в Российской Федерации, и есть заинтересованность страховых компаний в тех субъектах, большее количество лиц привлечь в свою компанию, вероятно, вот они ищут выход, чтобы привлечь наиболее слои, которые не защищены, студенты, да, и, в общем-то, переманивают их на территорию. Они, возвращаясь сюда после окончания учебного заведения, получают полис здесь, осуществляют выбор страховой компании здесь, получают полис. Добрый день, говорите, пожалуйста. Да, у меня вот как бы уже заканчиваться, то есть я не работаю, а у меня нет полис, еще как бы работающего. И вот где мне, как мне его обменять? У вас полис сейчас не зависит категория гражданина, работающий он или нет, и это независимо от того, что написано в вашем полисе. Полис старого образца у вас является действующим. Менять его нет необходимости. Алло? Все. Получили ответ на свой вопрос. Ну, основной вывод из
нашей прямой линии можно сделать следующим, что полисы старого образца не обязательно менять, и мы надеемся, что представители СМИ как-то смогут донести до наших граждан, что этот ажиотаж напрасен, смогут как-то эту ситуацию немножечко сгладить, помогут нам и вам в том числе. Очень надеемся. Но все-таки, чтобы там звучало, не обязательно менять, а все-таки обязательно для тех категорий, когда вот произошли вот эти изменения. Да? Все-таки вот этот последний вопрос, он все-таки не прояснен. В Санкт-Петербурге, например, их десятки, может быть, страховых компаний, Да. а человек может постоянно как-то, ну, понятно, что студент там снимает, тут снимает, и каждый раз он подвергается какому-то риску, получается, да? Да нет. Нет, у него есть У него полис есть действующий, полис. выданный на территории Да, Республики Коми. территории. Его никто не может Нет, обязать по, на да, территории по идее, Санкт-Петербурга его по по- действующему полису нашему, который у него на руках, если у него место прописки Республика Коми, ему не имеют права отказать Даже на... если он временно регистрируется. Неважно, Да, неважно. Другое дело, что у него есть право поменять по месту временной регистрации и получить другой полис, действующий там, ну, в Санкт-Петербурге. Но с нашим полисом ему не имеют права отказать. Потому что, опять-таки, полис единый и действует на всей территории Российской Федерации. Вот уже Николай Так же, говорил. как и с питерским здесь. Совершенно Да. верно. Мы же платим Да. на Но они нам платят. действительно, вот на самом деле мы с этим сталкиваемся и видим вот наши потери по полю, да, что у нас же студенты очень многие поступают в центральные вузы, да, и учатся за пределами. Поэтому мы видим, как уезжая, студенты, не меняя прописки, очень многие уходят от нас на время учебы на территории, ну, то есть их там перестраховывают, их там, ну, не знаю, там принудительно или каким образом, там по незнанию, еще каким-то образом. Их, естественно, забирают на свою территорию. Но А еще очень многие сейчас мне говорили, что я так не хочу поменять этот полис, потому что новый такой неудобный. ну, вот, к сожалению, это же не наш, Вопрос федерального это да. правительства. это Российская Федерация, это Работа не нами. вас должно успокаивать только то, что большой полис сейчас у всех одинаковый. Что сейчас и в Краснодаре, и независимо от того, какая компания, если раньше было у одной компании один полис, у другой, то сейчас он один вот такой большой неудобный. Кроме московского, по-моему. В Москве, по-моему, можно, Нет, Во если многих городах можно получить электронный это полис. уже другое, а будет бумажный как он все равно. карточка, а бумажный Он все равно везде. такой, что в Москве, что А скоро мы все будем переходить на универсальную карту. Да? То есть, ну, всё Ой, это универсально, но не электронную. предусмотрена, да, такая карточка полис? Нет, есть электронный полис. Есть, да. Он будет как такая электронная карточка, не бумажный. Но в будущем, в течение 2 лет, мы начнем переход на универсальную электронную карту, которая, в принципе, должна, ну, как предполагают пока, содержать не только данные полиса, там, номер, да, страхования, но и данные паспорта и так далее. То есть все документы, которые есть у человека, и страховое свидетельство, все будут в единой электронной универсальной карте. Но это на будущее. Она будет являться ключом. Этим ключом можно будет войти в базу и даже прочитать основные данные об этом человеке, о его здоровье. Да? И где он лечился, и какие диагнозы, и какие лекарства он должен постоянно получать. Вот это в базе. То есть вот эта карта будет таким ключом являться медицинским. Поэтому, ну, это наше мы пошли будущее. навстречу, Хотя уже со следующего года мы будем а мы не обязаны, мы сейчас начинать ее вообще закроем с завтрашнего дня. переход на эту электронную Потому что карту. кроме жалоб, Так что спасибо, еще и нет, кого не поэтому мы услышали. не советуем пока получать полис единого образца без особой необходимости, потому что впереди у нас другие замены. Ну, то есть это отдельного не будет, а именно УЭК просто тут уже. Когда-то будет УЭК, да. Поэтому если сейчас нет необходимости одну бумажку менять на другую, ну и не надо ее менять, потому что через год-другой придется еще раз менять, это бесконечность. Пока это действует, ну и пусть себе действует. Ну, да. Паспорт влезает. А вот у меня еще такой вопрос. Вот, при замене полиса, ну, там, по причине, адекватной причине, да, которую вы называли, то есть старый полис, когда мы получаем временное удостоверение, уже не действует. вы получаете по временному С свидетельству. первого дня вот получения Да. временного свидетельства старый Он в полис базе уже у не вас действует. закрывается, а действует временное свидетельство, которое вы получаете на руки. Оно действует как полис в течение месяца. Срок окончания действия указан на временном свидетельстве. А еще, а вот номер временного свидетельства и нового полиса, который мы после Они Он не получают. совпадает, потому да? что временное свидетельство вы получаете здесь на месте, а полис единого образца он будет присужден вам и в Москве.
И вот уже потом, при любой замене, вот тот единый номер, который вам в Москве будет присужден, он и будет за вами сохранен. На всю жизнь. Ну, пока думаем, что так. Теоретически, да. Пока так. Он же и пойдет в электронную. Да. Ага, все понятно. Это уже ваш ключ. Спасибо. Спасибо вам. Все было очень интересно, познавательно. Ну и, видимо, важно, потому что ни одной минуты вам не дали вздохнуть. Это приятно. Мы чувствуем Лишь бы не почувствовать всплеск опять после всей этой Давайте, у нас передачи. еще есть 8 минут, может быть, будут звоночки. Давайте Давайте подождем. Может быть, у вас будет какая-то дополнительная информация для граждан, да, которую бы вы хотели донести? Ну вот свежу. Ну, у нас трансляция идет, нас смотрят. В онлайн-трансляции. Ну, единственная информация, действительно, прежде чем идти в страховую компанию, определитесь, действительно ли вам это нужно. Не нужно создавать лишних очередей, не нужно, скажем так, мешать другим, действительно тем, кому это необходимо, менять полис. Поэтому определитесь, если у вас ничего не менялось, остались все те же персональные данные, смысла бежать в страховую компанию абсолютно нет. Помощь будет оказана и после 31 декабря 2013 года, и в 2014 и в 2015 году. Микрофон. Я бы хотела еще добавить, что если вы обращаетесь в медицинскую организацию и вам отказывают в оказании медицинской помощи по полису старого образца, то не отходя от окошка, просите регистратора зайти на официальный сайт comiforms.ru и по вашему данному полиса старого образца, или это полис, или это временное свидетельство, или это полис единого образца, далее, да, осуществляется ваша идентификация в базе данных застрахованных. Прямо в регистратуре. У всех есть доступ, каждый может проверить действительность вашего полиса, старого образца в том числе. Очень важно. База Очень важное обновляется замечание. каждые 10 дней в каждом учебном учреждении. Поэтому, когда они отказывают и ничего не хотят проверять, это их ответственность. Ну, вот такие обращения поступали, и говорят, что в диагностическом центре часто отказывают по той причине, что... Ну, я прошу обратить внимание, если вам отказывают, и этот отказ вы считаете необоснованным, вы можете еще раз обратиться в свою страховую компанию, телефоны наши указаны на полисе и одной, и второй компании. И есть службы защиты прав застрахованных в каждой компании, которые как раз работают для того, чтобы необоснованных отказов в медицинской помощи не создавалось. Если этот факт выявится, подтвердится, безусловно, медицинское учреждение, медицинская организация будет наказана. А вы не могли бы назвать номера телефонов, чтобы, может, кто-то нас смотрит, запишет сейчас, куда? А номера телефонов указаны у каждого на полисе. Да? Да, во-вторых, эта информация есть на сайтах страховых сайтах компаний, на страховых сайтах территориального фонда, а также в каждой медицинской организации, работающей в системе обязательного медицинского страхования, есть информация о страховых медицинских организациях с адресами, указанными, где мы находимся, и с нашими телефонами, и соответственными лицами. А вообще страховые компании как-то работают с медицинскими учреждениями вот в связи с этим ажиотажем? Как-то разъясняют медицинским учреждениям, то, чтобы Безусловно, они я не сегодня с посылали двумя граждан? главными врачами разговаривал, поликлиник сыктывкарских, и перед этим неоднократно мы выходили и письма писали о том, что недопустимо отказа в медицинской помощи по причине того, что у человека, например, старый медицинский полис, если он действительно, никаких проблем ни одна медицинская организация создавать не должна. Просто мы еще вот с такой ситуацией столкнулись, когда в регистратуру стоит очередь, а гражданин подходит в регистратуру, регистратор проверяет данные действующего полиса и находит какое-то несоответствие у конкретного гражданина и говорит, вам необходимо подойти поменять полис. А за ним стоит 3 человека, все это слышат и воспринимают, что это относится не к конкретному гражданину. И когда к нам приходят и говорят, и мы спрашиваем, а откуда вы получили эту информацию? Они говорят, ну вот стояли в регистратуре, перед нами стоял мужчина, его вот даже чуть ли отказались принимать. Никто ведь не интересуется, почему конкретного гражданина там отказались принимать или конкретно отправили в страховую медицинскую организацию. То есть у него, наверное, были какие-то проблемы, может быть, какие-то некорректные данные, может быть, несоответствие с какими-то паспортными данными или что, может быть, даже просто какие-то арифметические или там орфографические ошибки при написании полиса, да? Но ситуации бывают разные. Сразу вопрос возникает. Идет.
Вопрос сразу возникает. То есть при оформлении полиса, если внесены какие-то ошибки в персональных данных, не соответствующие, да, то есть В идеале- буква, скажем, буква фамилии или Да. имени, да, это повод поменять потом полис. Обязательно. К сожалению, и раньше, когда рукописные были полисы, Мгм. и потом, когда они печатались, и до сих пор, когда они печатаются в системе Всё равно госзнака, ошибки все равно могут человеческий фактор, к сожалению, присутствует. Наверное, мы от него 100% не уйдем. Мгм. И где-то не та буква, где-то Мгм. ну, не та Её цифра, поменяли. да, И вполне человеку возможно. уже не окажут За- медицинскую помощь, да? Ну, конечно, в любом случае, если вы застраховались в какой-то страховой компании, мы сделаем все возможное, Мгм. чтобы на период вашего, Временно. да, Мгм. на период вашего вот этой задержки по оформлению документа медицинская помощь вам была оказана. Самое главное, чтобы гражданин сам увидел вот это несоответствие на первом этапе, когда он заполняет все свои данные при выписке временного свидетельства, это очень важно, потому что бланк предусматривает, что гражданин подписывается о правильности и достоверности той информации, которую мы отправляем в Москву для напечатания единого полиса, единого образца. Если ошибка вот на этом этапе бывает, то есть и гражданин посмотрел, вроде расписался, что все нормально, в результате ошибка переходит на печатный документ. И на втором этапе еще раз проверил, когда уже получает непосредственно сам документ, чтобы все соответствовало Чтобы всё действительности. проверяли. Да. Понятно. То есть гражданам надо быть очень внимательными. Как к любому документу Как к любому относиться. документу. К любому важному документу. Ну, очень исчерпывающую информацию, конечно, получили мы сегодня. Весь час вы работали. Очень плотно. Спасибо огромное. Вам спасибо.